Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Вы можете себе представить, что вас хотят уволить за то, что вы отлично выполняете свою работу. Почтальон из города Копер получил строгий выговор за то, что разнес всю почту за один день. Новые правила требуют оставлять часть корреспонденции на почте и доставлять ее только на следующий день. Ситуация заставляет задуматься, следовать ли инструкциям, даже если они могут навредить клиентам, или защищать интересы людей, рискуя карьерой. В этот раз почтальону повезло, за него заступился профсоюз. Но если он и дальше продолжит доставлять письма слишком быстро, увольнения не избежать. В словенском городе Марибор растет самая старая виноградная лоза в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Ей уже 450 лет, и она до сих пор дает урожай. В этом году старая лоза принесла рекордных 68 килограммов винограда. Из этого винограда делают особое вино, которое потом дарят важным гостям и политикам как памятный сувенир из Словении. В Словении продолжается расследование против бывшего министра внутренних дел Алеша Хойса. Его подозревают в разглашении служебной тайны и возможном вмешательстве в работу полиции. По версии следствия, он мог предупредить представителей мафиозного клана Кавашки о предстоящих обысках, чем фактически сорвал действия полиции. В рамках дела следователи провели обыск в его доме. Сам Хойс утверждает, что правоохранители изъяли всего лишь один предмет – его мобильный телефон. По его словам, он добровольно передал устройство и дал разрешение открыть его в любое время. Экс-министр категорически отвергает все обвинения, называя их научной фантастикой. Я думаю, что экс-министр навряд ли мог звонить клану Кавашки со своего личного мобильного телефона. С 9 октября все банки Европейского Союза, включая Словению, начнут предлагать мгновенные платежи. Новшество будет сосредоточено на механизме проверки совпадения имени получателя и его банковского счета. Если имя и номер счета не совпадут, то система моментально предупредит отправителя. Пользователям дадут возможность установить лимиты суммы платежей. Помимо этого, отправитель практически сразу будет узнавать, дошли ли деньги до получателя. Исследование Института криминологии показало, что в Словении наблюдается тенденция вынесения мягких приговоров в отношении сексуальных преступлений. Из 20 рассмотренных дел по обвинению в изнасиловании лишь в одном случае была назначена тюремная мера, превышающая 10 лет. В большинстве случаев осужденные получили условные приговоры или отбывали наказание сроком до 2 лет. Это вызывает обеспокоенность правозащитников, которые считают, что такие решения не способствуют должному наказанию насильников и не обеспечивают защиту жертв. На днях в Любляне произошел ужасный инцидент. 12-летняя девочка возвращалась со школы домой. В автобусе рядом с ней сидел 67-летний гражданин Боснии и Герцеговины. Начал задавать много личных вопросов, потом начал девочку гладить по руке и, совсем обнаглев, положил свою руку ей на колено. Молодой человек, который находился рядом, обратил внимание на данную ситуацию и не остался равнодушным. Сразу же сообщил водителю автобуса. Водитель остановил автобус на ближайшей остановке, заблокировав все двери, и позвонил в полицию. Пассажиры дожидались приезда полиции. История закончилась благополучно. Мужчину задержали, но неизвестно, какой приговор ему вынесут. Возможно, он отделается просто выговором. Словенская шеф-повар Анна Рош заняла 2-е место на международной церемонии The Best Chef Awards 2025 в Милане. Она впечатлила жюри своей инновационностью, креативностью и значительным вкладом в мировую гастрономию. Ее ресторан «Хиша Франко» в Кабариде известен инновационным подходом. Анна Рош – единственная словенка, получившая 3 звезды Мишлен, что подтверждает ее выдающийся вклад в международную кулинарию. 1-е место занял датский шеф-повар Расмус Мунк. Словения официально заявила, если Израиль будет участвовать в конкурсе Евровидения, Словения не будет участвовать. Согласно заявлению национального телевидения РТВ Словения,
Участие Израиля противоречит принципам мира, равенства и уважения, которые должны лежать в основе конкурса. Решение о допуске Израиля к конкурсу будет принято в декабре на заседании Европейского вещательного союза. Между тем, ряд других европейских стран уже дали понять, что не будут участвовать в конкурсе, если там будет Израиль. Интересно, это политическая воля или хитрый ход? Похоже, чиновники посчитали расходы Словении на участие в Евровидении, оценили шансы на победу Словении и нашли идеальный предлог не участвовать в нем. Если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов и поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. Каждую осень улицы Словении наполняются запахом жареных каштанов. Продавцы каштанов жарят их прямо на глазах у покупателей. В этом году цены остались прежними. 4 евро за маленькую порцию, 5 евро за большую и 13 евро за порцию объемом 1 литр. Киоски работают с октября по январь и расположены в самых популярных местах города. Традиция жареных каштанов делает прогулки по Любляне особенно уютными и ароматными. Алиса, чем полезны каштаны? Высокое содержание витамина С, минералов, белка и углеводов. Улучшают кровообращение, укрепляют сосуды. Так что каштаны не только вкусные, но и полезные. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +4 до +17, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Хорошее слово. Люблю, когда мне его говорят. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока. До новых встреч.